Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю 6 по 12 апреля 2020 года. Мы не будем сегодня смотреть события недели, потому что у нас карантин и события у всех примерно одинаковые. Мы будем смотреть возможности выхода из кризиса и совет от карт на неделю. Итак, карта недели. Отношения, работа, финансы. Удача, проблема, решение проблемы и совет. Восьмерка бубновая говорит о том, что у раков на этой неделе замечательные возможности открываются. Это какие-то решаются проблемы сложные. Здесь может быть какой-то ответ на вопрос, мучивший вас, вы получаете. Также это карта успеха какого-то. Это, знаете, какое-то очень яркое событие, которое повлияет на ваше будущее. Произойдет в ближайшее время. Может быть, в конце недели, может быть, в дальнейшем, да, но уже довольно-таки скоро. И карта говорит о том, что у вас поддержка людей, которые пользуются влиянием либо высших сил. Очень хорошая у раков неделя. Для отношений дополнительно выпадает шестерка червовая. Карта говорит о том, что у вас есть возможность в отношениях какие-то решить вопросы личного характера. Это примирение, это, знаете, такое исцеление отношений. Очень хорошая карта для того, чтобы какие-то желания ваши исполнялись, вот именно совместные какие-то ваши желания. Также карта говорит о том, что, может быть, какие-то новые у вас возникают планы, какие-то новые надежды, какой-то новый поворот у вас в жизни может намечаться. Если были какие-то сложности, вы ссорились, допустим, тут примирение, какая-то удача приходит вот в ваши отношения. Очень значимые какие-то события могут быть, и вы можете это использовать. Для работы шестерка пиковая выпадает. Карта говорит о том, что вы можете на этой неделе нуждаться в какой-то поддержке государственной, допустим, государственных учреждений, банков. Здесь может быть что-то связанное с местной властью, может быть с судами, с налоговой. Либо просто любые какие-то важные дела, которые, без которых вам нельзя, да, то есть, может быть, на работе там справки какие-то нужны или еще что-то такое, разрешение какое-то. Для финансов карта король бубновый выпадает. И здесь совет такой. В финансах хорошо раком продавать на этой неделе. Если у вас уже заранее были какие-то заключены сделки, вы можете как раз их осуществить на этой неделе, получить довольно хорошие деньги и остаться в выигрыше. Карта очень хорошо работает на различные продажи. Даже если это не крупные продажи, допустим, вы занимаетесь какой-то коммерческой деятельностью, тоже здесь все замечательно происходит. Кроме того, если вы работаете удаленно, могут приходить деньги. Допустим, вы либо оказываете услуги какие-то, да, тоже вот за услуги могут приходить деньги. Но, в принципе, вот у раков на этой неделе должна быть прибыль, приход денег обязательно, потому что эта карта, вот она именно денежная, коммерческая. Но также карта предупреждает, что если вы сомневаетесь в какой-то сделке или она не по закону, то лучше ее не осуществлять, потому что могут быть проблемы, обманы и так далее. И лучше не осуществлять сделки с людьми, которых вы совершенно не знаете, которые для вас вот какие-то мутные, да, а вот с проверенными людьми, проверенными какими-то способами, да, это очень хорошо было бы. Возможности какие-то новые открываются. Так, у нас проблема этой недели у раков в основном связана с домом, да, то есть либо устали просто от того, что приходится быть дома,
нет возможности как бы куда-то пойти, поехать и так далее. Может быть, от этого трудно. А может быть, еще и проблемы какие-то с недвижимостью связаны. Да? У нас вот эта карта, она также и об этом говорит. А также это может быть любые проблемы, связанные с семьей, может быть, вашей какой-то частной жизнью, когда вам, допустим, нужно уединиться, вам нужно побыть самим собой, а это трудно сделать. Также вот проблемы в сделках с недвижимостью могут быть. Если у вас какие-то там семейные какие-то предприятия, бизнесы, тоже вот здесь может быть что-то такое вот не очень хорошее, да, либо может быть сложности просто какие-то на этой неделе, задержки, либо вот я как говорила, какие-то непроверенные люди, да, и вот нельзя, в общем, слишком доверяться, потому что может быть проблема. Дальше, как решаем проблему? Десятка червовая. Карта говорит о том, что решаем проблему через друзей. Вот я уже говорила, да, что люди, которые уже проверены временем, вот с ними и нужно общаться, работать, заключать сделки, продавать и так далее, и так далее. То есть только те люди, в которых вы уверены. А здесь еще у нас какая-то надежность, да, вот любые проблемы в доме решаются с помощью любви, решаются с помощью какой-то заботы, да, в общем, что-то приятное делаем для своих близких, и вот тоже проблемы решаются. Удача дня у нас девятка червовая, карта говорит о том, что удача будет во всем новом, в новых событиях, в новых людях, в каких-то переменах, каких-то новостях, которые очень скоро приходят. Ну и вообще вот эта карта говорит о том, что не нужно бояться новых знакомств, новой информации, да, обучения какого-то. Не нужно бояться какие-то первые шаги делать. Но, конечно же, нужно все это осознанно. То есть, если это не касается риска вот именно в коммерции, да, то вот здесь можно смело это все осуществлять. Для совета у нас выпала карта туз трефовый. И эта карта говорит о том, что будет возможность войти в какое-то, либо в какое-то новое дело, либо в какое-то новое партнерство. В общем, что-то такое для вас может на этой неделе начаться, новое, да, что прям долгое время потом потребует вашего внимания. Это может быть работа, это могут быть люди какие-то новые, с которыми вы потом будете долгое время общаться. В общем, карты, в принципе, очень хорошие. Это какие-то сделки, это какие-то соглашения. То есть карты советуют нам обязательно на это идти, на все новое, на какие-то отношения, которые с обязательствами обязательно, да. Это карта какого-то положительного ответа. Если будет у вас здесь какая-то вот необходимость давать ответ кому-то, то вот нужно соглашаться, нужно говорить «да». Также карта связана еще у нас с подарками. Какие-то дорогие подарки могут быть. Мы сами можем дарить, да, нам могут дарить такие подарки. То есть неделя очень интересная у раков. И деньги есть, и возможность решить любые вопросы, связанные с близкими людьми, и заработать, и начать новые какие-то проекты. Друзья, желаю вам прекрасной недели. Желаю, чтобы только все самое лучшее для вас сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч и здоровья вам!